Перекресток снова собрал в столице Коми деятелей кино. В Сыктывкаре стартовал 7-й международный фестиваль визуальных искусств финно-угорских народов. В этом году было рекордное количество заявок от желающих принять участие – 190. В финал вышли 58 киноработы, 41 фотография по 11 номинациям. Организаторы отмечают, фестиваль заметно помолодел, а качество работ повысилось. Так что экспертам придется нелегко выбирать самых лучших. Елена Кононова о первом дне фестиваля. На экране 9-минутный ролик «Волшебный фонарик». Групповая работа юных журналистов Сыктывкарской детской студии «Дежурка». Эти съемки проходили 2 года назад в Семуково-Устьевымского района. Идея снять кино пришла спонтанно. Артистов нашли тут же среди местных жителей. Они же помогли с реквизитом. Несмотря на мороз, все активно помогали молодым телевизионщикам создать сказку-притчу о вечном и добром. Это сказка-притча про девочку, которая сталкивается с трудностями. У нее погас фонарик, и она не знает, что делать. И как это часто бывает в сказках, ей встречаются персонажи. И они ей помогают. И уже потом в конце, когда наконец-то зажегся у нее фонарик, она уже помогает им. Сложность короткого метра, говорит молодой режиссер, в том, что на протяжении 10-20 минут надо удерживать внимание зрителя. А это очень трудно в наше время, когда большинство привыкли смотреть минутные ролики в интернете. Более опытные коллеги по цеху добавляют, короткометражки еще надо суметь донести до человека нужную мысль. Когда это получается, это выстреливает, может быть, даже еще сильнее, чем 1,5 часа сидеть, смотреть кино, или за 10 минут получить те же ощущения, тот же удар эмоциональный, скажем, да. Впрочем, как отмечают эксперты, качество всех участников работы не только короткометражек приятно удивляет. И если еще 2 года назад в проектах был смысл, но страдало исполнение, то сейчас технический прогресс налицо. Авторы активно используют квадрокоптеры, снимают сразу на несколько камер. И главное, темы стараются раскрыть глубже, ушли от штампов, больше самоидентичности. То, что было мне представлено в этот раз, это было, конечно, очень интересно, потому что было полное разнообразие, и было интересно посмотреть и на природу, которая здесь, вот в Коми и в других финно-угорских регионах, посмотреть, как живут люди, чем занимаются, какие вопросы есть связанные вот с развитием национальных языков, что мне очень близко и интересно. Всего 7-й Туйвиш собрал 58 киноработ из самых разных регионов – Карелии, Мариэл, Удмуртии, Мордовии. Самые популярные номинации из 11 – музыкальный клип, социальные ролики и, конечно же, детские работы. До сих пор актуальна номинация «Детская анимация». Вот, и там тоже замечен качественный рост и исполнения, и задумки, и режиссерской работы. Работают, как правило, в этой номинации группами, то есть это как раз на базах учреждений, да, дополнительного образования формируются как раз вот такие вот маленькие звездочки, которые представлены у нас на фестивале. А это тоже визуальное искусство. На выставке «Грани» 41 фоторабота, где главные герои не позируют перед фотоаппаратом. Они здесь настоящие. Вот этого мальчика Владимир Прокушев из Микуни поймал в объектив чисто случайно. Но именно такие мимолетные кадры самые удачные. С самого начала снимаешь не то, что понравилось, а снять. А потом уже, когда работаешь над фотографией, думаешь, господи, вот самый молодой, самый удачливый человек. И что у него впереди еще? Все фестивальные работы экспертам предстоит отсмотреть и оценить в течение 3 дней. В пятницу в формате красной дорожки представят победителей. Но на этом еще не все. Организаторы намерены провести показы фильма в муниципалитетах региона. Конечно же, с приглашением звезд. Елена Кононова, Артем Соколов, телеканал «Юрган».